Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня состоялось совещание партийного актива КПРФ. Товарищи обсуждали вопросы подготовки к избирательной кампании 2022 года, а также обсуждали проблематику по подготовке публичных мероприятий. Мы знаем, что партия так называемой власти изменила избирательное законодательство, и не только. Федеральные законы были внесены ряд изменений в положение, которое сегодня коммунисты России в прямом эфире, все региональные отделения эти вопросы обсуждали. Безусловно, и Тувинское республиканское отделение КПРФ, наш актив партийный, принял в этом участие, поскольку у нас в 2022 году состоятся выборы в городской хурал представителей города Кызыла. Выступающие поделились своими соображениями, опытом, а также предложениями по вопросам электронного голосования. Вы знаете, что эту систему невозможно контролировать. Партия власти делает все для того, чтобы сохранить свои позиции. Также обсудили вопросы по проведению публичных мероприятий, потому что сейчас, в последнее время, ужесточились и штрафные санкции за проведение того или иного мероприятия, а также есть ряд положений и моментов при регистрации кандидатов на выборы в законодательные органы по поводу и музыкальных файлов, и оформления, и авторских прав. Поэтому мы, безусловно, это все приняли к сведению и будем использовать в своей работе. Актуальным является вопрос, связанный с дистанционным электронным голосованием, поскольку уже в этом меняется дистанционное электронное голосование. Дистанционным электронным голосованием. Разработчики также не предлагают приемлемых вариантов, а все, что результаты дистанционного электронного голосования в суде... Сейчас в данном семинаре обсуждается вопрос проведения выборных кампаний 2022 года и далее. Основной вопрос у нас здесь введение электронного голосования и закрепление его на федеральном законодательном уровне. Основной посыл в том, что электронное голосование не может обеспечить прозрачность самих выборов. Нарушается тайность голосования и различные такие фундаментальные позиции демократических выборов. Поэтому мы будем вести работу, опираясь на методические указания, которые перейдут Центрального комитета по результату данного семинара. В настоящий момент мы находимся на семинаре по юридическим вопросам, связанным с предстоящими выборами и выборами, которые прошли, с учетом ошибок и тех допущений и недопущений, которые произошли и могут произойти, чтобы избежать их в дальнейшем. Основной аспект, который освещается на данном семинаре на ВКС, это система электронного голосования. Конечно, непрозрачность этой системы, она очевидна, потому что если раньше человек приходил на выборы, физически его было видно, его можно было посмотреть, по камерам можно было посмотреть, приходил этот человек или нет, то сейчас система электронного голосования исключает эти моменты, и, на мой взгляд, как я считаю, неясно, как будет подтверждаться факт голосования, потому что электронные системы, они в принципе уязвимы для хакерских атак, ну и для вмешательств с разных сторон. Поэтому все эти моменты, которые сейчас озвучиваются, мы будем учитывать на предстоящих выборах и будем стараться сделать выборы прозрачными.